Итак, друзья, пьем кофе с молоком, с вкусными нашими трубочками, с вкусняшками. Через пару часов, да, через 2 часа, уезжаю на рыбалку. Еду к Сереге. Серегу уже на канале видели. Это он мой земляк, проживает в городе Ухта. Мы с ним были летом на Печоре. Ролики, сериал «Жаркая рыбалка». В жару там с Иваном Григорьевичем были плюс 35. Серега приезжал ко мне на зимнюю рыбалку. Ловили язя на палке. Но в основном это был язь, ставили продольники. Серега приезжал ко мне весной. В общем, Серегу уже благодаря Ютубу познакомились с ним. Созвонились, познакомились. Выезжали осенью на рыбалку на север. Удачно попали на Хариуса. В общем, опять через пару часов едем с ним на рыбалочку. Канал Сергея «Рыбалка и охота Республики Коми». Канал молодой. Ну, интересный, потому что Сергей, так же как и я, ходит, собирает грибы, ягоды, постоянно на выездах, постоянно на природе, по возможности Сергей работает. И вот через 2 часа мы опять едем на рыбалочку. Ну, и как раз на этой рыбалочке будем испытывать снасти, которые пришли вот в этой посылочке. Эта посылочка у нас пришла с далекого Донбасса, от Сергея Башко. От Сергея Башко я уже получал одну посылочку. Снасти своеобразные такие. Сергей очень много снастей делает своими руками, потому что у Сергея как раз руки растут с того места, откуда надо. И канал у него не зря называется «Ремесла и промысел» с Сергеем Башко. Очень, будь то рукоятка ножа, будь то снасть какая-то, блесенка, все это делается своими руками. И это, кстати, очень хорошо работает. Так, давайте же посмотрим, что отправил нам Сергей на этот раз. Я уже Сергею как-то писал. У него, кстати, на канале есть ролик, как он изготавливает именно вот эти снасти. И как он упаковывает эту посылочку. Так, ладно. Ну, не получается так. Делаем вот так вот. Так что заходите на канал Сергея и сами видите, как это делается. Вот такая вот небольшая коробочка. Но я уже знаю, друзья, что там лежит, потому что я видел ролик Сергея, как это он упаковывает. Также такая коробочка ушла моему другу Александру Мазаю. Александр Нагли, канал «Мушки от Мазая». Так, ну что, смотрим, вот уже что-то уже появилось. Так, ну что, поехали. Вот такая вот у нас гирлянда, это грузики, яркие такие грузики. Типа чебурашки, тут я понимаю, это цепляется к поводку. И вот такая блесенка. Вот такой вот интересной раскраски. Красит Сергей тоже сам. Как мы видим, есть отверстие. По одной стороне тройничок, мушка на конце. И вот тут загружено. Так как я еду на... В основном Сергей отправлял мне приманки на окуня. Но я сейчас на рыбалку едем на Харюзовую речку. И вот обязательно вот эту блесну 100% я попробую по Хариусу. Я так думаю, работать она будет. Ну, в общем, увидим все сами. Но с собой на рыбалку эти снасти я по-любому возьму. Поехали дальше. Вот эти все силиконовые приманки, то, что вот сейчас вот я достану, Сергей тоже отливает сам своими руками. У него есть форма, получается. Прошлый год
или позапрошлый уже, когда он отправлял первую посылку мне, вот эта личинка стрекозы, вот она была так вот выглядела, и она работала. Я цеплял ее чебурашку, Сергей мне постоянно в комментариях указывает, как это надо делать, как надо играть. У меня, может быть, не так получается, но рыбу она ловила. Сейчас мы видим небольшие изменения. Это появился вот такой хвостик, как у твистера. Раньше вот этого хвоста не было. Теперь он появился. И что будет создавать дополнительную игру, я так думаю, у окуня больше не будет шансов. Разных цветов, как видим, машинное масло, всякие зеленые, фиолетовый цвет, вот фиолетовый цвет, оранжевый, вот такой вот природный цвет, вот такого цвета примерно личинка стрекозы, она чуть-чуть поменьше природная получается, но вскрывая желудки хорюзов вот крупных, очень много раз замечал, что именно вот личинка стрекозы в рационе питания у хариуса присутствует. Так что мы также будем эти снасти пробовать на нашей северной реке, на нашей хорюзовой реке. Обязательно мы попробуем также, нацепим джеколочку и испытаем вот эти снасти. Поехали дальше. Так, что мы здесь видим? А здесь мы видим вот такие вот твистерочки. Вот с такими длинными хвостами. Вот это 100% будет работать по окуню, язю. Я уже знаю, даже тут не надо говорить ничего. Это, во-первых, цвет рабочий, во-вторых, вот такой длинный хвост, он играть будет 100% хорошо. Не знаю, как он будет, но могут там порвать, не порвать на крепкость. Я не знаю, как оно, сколько долго выдержит. Щука, конечно, порвет сразу. Ну, стопудово это рабочий вариант. Вот как мы видим, тоже всяких вот расцветок. Также вот есть и фиолет, и машинное масло. Все это мы будем пробовать по окуню. Но также, я повторюсь, я попробую даже его. Ну, хариус не знаю, вот это может возьмет. Но попробовать я попробую. Сергей, я тебе сказал, я попробую. Я сейчас через 2 часа еду на рыбалку. И на рыбалке мы обязательно попробуем, что и как это у нас получится. Вот такая вот красота. Поехали дальше. Так. Вот такая вот интересная снасть. Вот смотрим. Это груз. Получается, цепляем. Груз ложится на дно. Я видел, как это Сергей делал. Он объяснял принцип действия данной приманки. И вот тут вот смотрим. Вот эти пенопластовые шарики, они поднимаются так вот вверх по течению. То есть, если у нас груз на дне, вот это и вот игра, там, скажем, буду тащить по дну, останавливаясь, и это вот так вот по течению будет все это плавать, шевелиться. Тут вот типа мушки. Я так думаю, должна сработать. Если честно, я такой снасти еще никогда не ловил. Мы также будем вот это все пробовать. И по окуню, и повторюсь еще, и даже попробуем по хариусу. А вдруг? Поехали дальше. Вот такая вот блесна. Эти блесна, Сергей говорил, он сам не делает. Он их покупает, но он их доделывает. Вот эти вот лепестки, во-первых, он их сам изготавливает. Красный и желтый цвет, как бы оба цвета рабочие. На Печоре 100%. Работает желтый цвет, работает красный. И тут он, я уж точно не припомню, но что-то он с блесной тоже делает. Он их, можно так сказать, модернизирует. Попробуем. Вот такая вот блесенка. Это знакомая блесна, я даже не прочитал, но я знаю, что если я переверну, там будет написано атом 12 грамм, потому что 2 блесны такие Сергей уже мне отправлял по окуню, работали и даже попадали язи. Щуку не припомню. У одного атома у меня сломался один крючок, стал двойник вместо тройника, и как-то там я не смог ее поменять. На этом смотрю заводное кольцо. И здесь проще, здесь можно будет поменять, на том атоме было немного по-другому. Да, вот я
Достаю и читаю, да. Атом 15 грамм. Чуть-чуть ошибся. Это атом 15 грамм. То было 12 грамм. Это атом 15 грамм. Значит, я немного ошибся. Поехали дальше. Вот такая вот интересная снасть типа мандулы. Или мандула, как это правильно называется. Недавно совсем узнал про эту снасть. В этом году, можно так сказать, ловить. 2 мандулы у меня есть. Я даже, если честно сказать, пару раз закидывал, у меня ничего не поймал, но это вот такая интересная тоже самоделка уже получается. Вот этот грузик, это мандула, это будет у нас углубляться, это идет поверху. Обязательно также попробуем и эту снасть. Наномандула, вот так вот у него вроде называется эта снасть. Вот дошли. Так, у нас здесь все. Волшебная коробочка закончилась. Вот это очень интересная снасть. Есть отдельный ролик по изготовлению вот этой снасти, как Сергей вот это изготавливал снасть. Вот такой виброхвост с хвостиком, двойничок. Но самое интересное вот эта снасть получается. Блесна. То есть поводок цепляется сюда. Вот так вот, наверное, да, так. Вот сюда он цепляется. И должна получиться при проводке очень интересная своеобразная игра. Он объяснял все, что как происходит. Оно будет гулять так. Это будет создавать свою игру. В общем, вот такая вот очень интересная снасть с грузиком. Грузик приделан к стеклу. И получается поперек течения оно должно неплохо работать. Если честно, в магазинах я такого не видел. Видел только на канале у Сергея. Делает он эти снасти сам. Обязательно будем пробовать. Только не знаю, как она у меня получается. А, вот еще. Похожее, что-то похожее тоже. Да-да-да, вот еще. Там у нас оргстекло. Здесь у нас жестяночка. Металлическая блесна. Но принцип тот же самый. Только здесь у нас, если твистерок, то здесь у нас мушка. И вот такая блесна. Вот так она. Груз должен быть снизу, она тын-тын-тын-тын-тын, а это должно быть сверху. Вот как-то вот так она должна быть. Вот так она идти, это должно быть сверху течением. Почему-то мне кажется, ее по-любому тоже буду пробовать на Харюзовой реке. Вот эта снасть по Хариусу. Если вот это я еще могу посомневаться, потому что Хариус не очень любит резину. Обычно он берет на железки, на вертушки, на мушки, а резину он так себе. Лично я, может быть, за всю рыбалку, может быть, 1 или 2 только ловил Харюзов на резину, и то это было случайности. Почему-то он резину недолюбливает. Но вот мне кажется, вот это он по-любому полюбит и возьмет. Вот такая муха, вот такая блесенка, обязательно попробуем. Я уже как Сергею, как он собрал мне эту посылочку, пообещал и сказал, что Сергей, по приезду, сейчас я буду пробовать всякие разные снасти, мушки, тирольскую палочку, бомбарду, блесна, буду намного снастей ловить, а по приезду у меня по-любому еще состоится выезд по окуню, и ничего не буду с собой брать, возьму с собой просто вот эту коробочку со снастями Сергея. И будет у меня чисто донбасская рыбалка с донбасскими снастями. Это будет. Вот еще очень красивая вот такая блесенка. Смотрите, друзья. Маленький крючок. Силиконовая приманка. Маленькая чебурашка. Вот с такой интересной раскраски. И то же самое вот. Он просто достал блесенку. Я видел, как он это делает. Модернизировал. Просверлил 2 отверстия. Поставил вот такой карабинчик. Ну, по окуню, если не крупному, я скажу, он пойдет еще. Но если возьмет его Хариус на килограмм, карабинчик, мне кажется, он просто выпрямит. Проволочка тонковата, Сергей, я вижу это сразу. Тут переделывать я, конечно, ничего не буду. Посмотрим, выдержит, не выдержит. Но очень жалко будет, если крупный Хариус разогнет вот этот небольшой карабин. Ну,
Проверим на прочность. Также пройдут испытания на нашей Северной реке. Также мы будем ловить на него окуня. Вот такая вот интересная снасть. Повторюсь, все это сделано своими руками. И вот эта снасть, мне кажется, не столько даже летняя. Попробую, конечно, и летом. Но мне кажется, по зиме у окуня не будет шансов. Вот такие вот, как их называют, цикадки, не цикадки, цикады. Она просто... У нее очень интересный стиль игры. Вот такая вот рыбка у нас. Мне кажется, по-любому будет работать по зиме. Ну и можно попробовать по окуню. Вертикальная игра с лодки, когда окунь берет. Он сейчас, вода шевельнется, все равно вода остынет, окунь активируется. В прошлый год мы осенью очень хорошо его ловили. Так что по приезду, после уборки картофеля, у нас будет рыбалочка еще и по окуню. Вот такая вот опять интересная посылочка у нас от Сергея Башко. Огромное спасибо тебе, Серега. Будет у нас донбасская рыбалка с донбасскими снастями. Привет всему Донбассу. Очень много друзей из Донбасса у меня на канале. Постоянно читаю комментарии. Привет с Донбасса, привет такое. Как-то даже в избе спели песню. Сергей попросил «Спят курганы темные». Можно сказать, гимн Донбасса. Всем огромный привет. И дай Бог, чтобы над вашей головой было мирное небо, чтобы вся эта неразбериха побыстрее закончилась. Потому что когда Сергей отправлял посылку сообщения, там опять, говорит, началась суматоха. Дай Бог, чтобы побыстрее это все закончилось. Дай Бог, чтобы эти закрытые границы открылись, и мы могли спокойно приезжать в гости, что Сергей ко мне, что я к Сергею. Дай Бог, чтобы у нас состоялась совместная рыбалка. Я, конечно, буду очень рад, если Сергей ко мне приедет в гости. Я это сам-то тяжелый на подъем. И мы, мне кажется, покажем вот такую рыбалку, если такое когда-нибудь состоится. Ну, не будем загадывать, но если оно будет, то будет все прекрасно. Так что, друзья, встречаемся на рыбалке. Когда вы смотрите этот ролик, рыбалка уже идет вовсю. Снасти уже в воде, снасти уже попробованы. И, возможно, уже одна или та, или другая, а может быть и все, уже поймали по хариусу там или какую-то другую рыбу. Эти ролики мы увидим немного позже, по приезду. Где-то ориентировочно в середине сентября. Здесь я оставлю вот ссылочку. Когда выйдет ролик, она будет, естественно, ее не будет. Но в середине сентября здесь появится ссылочка про нашу рыбалочку, про нашу северную рыбалочку. Рыбалки будут, будет жизнь, будет и рыбалка. Спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся на рыбалке.